Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел рабочее совещание с участием глав региональных администраций и вице-премьера по АПК. Туркменистан может стать полноправным членом ОТГ в 2024 году. В Ашхабаде открылась выставка афганских товаров и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе рабочего совещания с участием вице-премьера Атахалыева и Хакимов Вилаятов подчеркнул значимость текущего сельскохозяйственного сезона и необходимость организованной подготовки к предстоящей весенней посевной кампании. Глава государства дал указания по обеспечению готовности посевных площадей, сельхозтехники, семенного материала и соблюдением агротехнических норм. Туркменистан может стать полноправным членом Организации тюркских государств в этом году. Возможно, об этом будет объявлено в ходе саммита глав государств в Ашхабаде, посвященного 300-летнему юбилею Махтумкулив Раги. Об этом заявил национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, отвечая на вопросы журналистов в ходе Анталийского дипломатического форума в Турции. В здании торгово-промышленной палаты Туркменистана торжественно открылась выставка афганских товаров и в ее рамках Туркмено-афганский бизнес-форум. Свои стенды на выставке развернули туркменские и афганские производители в сферах пищевой и легкой промышленности, сельского хозяйства, спортивных товаров, строительства и различных услуг. Посольство Туркменистана в США провело в Вашингтоне брифинг, посвященный итогам расширенного заседания Кабинета министров страны по итогам 2023 года и президиума Халк Маслихаты. В мероприятии приняли участие представители туркменской диаспоры в США и студенты из Туркменистана, обучающиеся в американских вузах. В прошлом году Туркменистан импортировал более 6,5 тысяч тонн кофе и какао-продуктов. С января по декабрь 2023 года на туркменский рынок было завезено 6555 тонн кофе и какао-продуктов, основная доля из которых приходится на такие известные бренды, как Nescafe, Jacobs, McCoffee, Hot Drops и Nesquik. Группа китайских врачей с помощью робота и технологии 5G успешно провела дистанционную операцию по удалению рака желудка у 51-летнего пациента. Этот инновационный подход может открыть новую эру в лечении многих заболеваний, особенно в отдаленных районах с ограниченным доступом к медицинской помощи. Разработчики сообщили, что задержка реакции робота, связанная с использованием телекоммуникаций, была минимальной. Операция прошла без каких-либо осложнений, а пациент быстро пошел на поправку. Министерство образования Королевства Саудовская Аравия и Министерство иностранных дел совместно ввели программу образовательных виз. Цель программы – привлечение ученых и студентов из-за рубежа для развития высшего образования в стране. О новой визовой возможности было объявлено из конференции «Инициатива по развитию человеческого потенциала», которая проходит в Эр-Рияде. Сборная Туркменистана по хоккею одержала разгромную победу над командой Таиланда в своем первом матче на юниорском чемпионате мира в третьем дивизионе группы «Б». Встреча завершилась со счетом 7-2. В составе туркменской команды покер сделал Сердар Дурдыев, по шайбе забросили Шохрат Беглиев, Перман Шамухамедов и Эльман Исаев. Турнир проходит с 4 по 7 марта в ЮАР. 3 матчами в Ашхабаде, Ахалском вилаяте и Балканабаде финишировал первый тур чемпионата Туркменистана 2024 по футболу. Алты-Насыр сенсационно уступил Шагадаму со счетом 2-1. Ахал одержал уверенную победу со счетом 5-0 над Марийским энергетиком, а Мерв добился гостевой победы над Небичи со счетом 2-1. Команда Аркадак первый свой матч проведет 7 марта против Алты-Насыра. Всемирный день тенниса отметили в Туркменистане турниром для юных мастеров большой ракетки. Этот праздник, учрежденный Международной федерацией тенниса в 2013 году, ежегодно отмечается в первый понедельник марта. Не осталась в стороне от этой благородной акции Федерации тенниса Туркменистана, организовав совместно с теннисной академией Ашхабад турнир, в котором приняло участие по 17 мальчиков и девочек до 8 лет. Соревнования проходили в течение 2 дней на кортах теннисной академии Ашхабад и собрали на трибунах немало болельщиков и родителей юных спортсменов. В соревновании среди девочек первенствовала Даяна Рахманова, победителем среди мальчиков стал Марк Азизов. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.